ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Воскресенье, 10:00. Спортивный комплекс «Буревестник». Ежегодный турнир по историческому фехтованию «Меч Ухты-2016». В программе триатлон. Полуторный, иначе говоря, двуручный меч, продолжительность раунда 1,5 минуты. Победа присуждается бойцу, нанесшему наибольшее количество акцентированных ударов. Далее меч-баклер. Это маленький круглый щит. 3 схода до 3 попаданий. Побеждает боец, выигравший больше сходов в раунде. И третья составляющая щит и меч. Классическая номинация. Победитель определяется по суммарным результатам. Раньше мы дрались отдельно. У нас каждая номинация была отдельно. Двуручных мечей вообще не было. Был одноручный меч, номинация меч-меч была. Вот. И каждая номинация была отдельно. Но поскольку наш турнир очень давно занимается, почти 20 лет, мы хотим, чтобы он стал рейтинговым для отборочников на чемпионат турнира «Битвы наций». Поэтому турнир подведен под правила HMBA, Международной ассоциации исторических средневековых боев. Участников на этот раз немного, порядка 10 человек. Есть бойцы из Сыктывкара, а один из нынешних ухтинцев родом из Казахстана. В сумме на каждого бойца придется не менее 7 боев. Турнир «Меч Ухты» проводится с 1998 года. Уменьшение количества участников в этом году связано с объективной причиной. Связано с тем, что у нас нет своего помещения. У нас просто негде заниматься. Ну и, соответственно, нет регулярных тренировок. Приходится, как говорится, по съемным квартирам. То там, то сям. Ну, это большое препятствие для занятий спортом. Как утверждает сильнейший боец клуба «Цитадель» Александр Зардинов, у каждого из участников свое слабое место. У кого-то проблема с силой духа, с защитой, кому-то не хватает выносливости. Одним из основных своих соперников Александр считает Андрея Семененко. Выносливый боец, к тому же левша, что могло бы сыграть ему на руку, но для победы ему не хватает техники. Историческое фехтование во многом стирает границы. Тут не имеет значения ни вес, ни возраст, ни опыт участников. Главное – суметь правильно использовать свои особенности и одержать победу. А для этого надо уметь думать.